Сумма ипотечных кредитов якутян за первое полугодие выросла на 31% по сравнению с прошлогодними показателями. Такие цифры привел Национальный банк по республике. При этом пандемия не повлияла на востребованность дальневосточной ипотеки под 2% годовых. Ульяна Шагина изучила ипотечный рынок региона и выяснила, как изменилось предложение в связи с выросшим спросом. Спрос населения на ипотечное жилищное кредитование только с начала года вырос в несколько раз. Причем не уменьшается и количество тех, кто оформляет дальневосточную ипотеку. В Якутии количество заключенных договоров под 2% уже превысило за 2000. Мария Федорова одна из них. Документы сейчас на стадии оформления. Землю мы купили 2 года назад. И в этом году уже хотим построить дом. И мы очень рады, что появилась такая возможность, ипотека по 2%. Спрос рождает предложение. Застройщики этим незамедлительно воспользовались, повысив стоимость жилья в Якутске в среднем на 19%. Сегодня она составляет около 96 тысяч рублей за квадратный метр. Между тем, решить эту проблему может развитие в столице квартальной застройки с комфортной жилой средой. Заявку в федеральный центр направили по программе «Стимул» на сумму более 3,5 миллиардов рублей для того, чтобы подвести инфраструктуру именно под квартальную застройку. Да, таким образом, затраты на технические условия застройщика будет меньше, и мы, конечно, ожидаем, что стоимость, его себестоимость, ну и, соответственно, стоимость жилья будет снижаться. На ценообразование на рынке жилья может повлиять и рост количества земельных участков под строительство в Якутске. Сегодня многие горожане столкнулись с дефицитом предложений на первичном рынке. 2- и 3-комнатные квартиры расходятся как горячие пирожки, и многие просто не успевают следить за редкими предложениями от застройщиков. Неким драйвером в этих непростых отношениях между покупателем и застройщиком, конечно же, становятся риэлторские компании. У риэлтора требуется больше профессионализма, потому что рынок сложнее. И многие люди, да, в том числе жители Якутии, да, те, которые не занимаются рынком недвижимости, те, у которых нет экономического образования, те, у которых нет юридического образования, они путаются в том потоке информации, который идет, и им сложно в этом разобраться. Поэтому здесь велика роль профессионала. Риэлторы очень тонко чувствуют на себе все изменения, происходящие на рынке недвижимости. И сегодня они все смогли выдержать напряженной конкуренции. Более сильные из них состоят в Российской гильдии риэлторов. И, как оказалось, из региональных компаний в ней состоит только одна организация. Время кризиса – это время возможностей. Мы сумели внедрить какие-то там новые направления, появились определенные навыки, которые нам помогли удержаться на плаву и уже выйти на более высокий уровень, и таким образом мы начали работать. Многие из риэлторов перешли на дистанционное проведение сделок, чтобы не потерять свой бизнес. Государство также не осталось в стороне. Снижение ставок на льготную ипотеку, смягчение условий предоставления кредита для дальневосточных гектарщиков и многое другое. Все эти меры призваны поддерживать граждан, тем самым увеличивая количество желающих приобрести жилье. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.